В Душанбе, Бишкеке, Астане, по всей Центральной Азии сегодня наблюдается строительный бум. Там и тут рассказывают о безумных проектах элитных квартир и фешенебельных домов. Некоторые столицы приобретают совершенно новый облик. Но все же уровень доступа к жилью населения остается невысоким. Сегодня в программе «Перекресток», подготовленной журналистами радио «Свобода. Свободная Европа», попытаемся найти ответ на квартирный вопрос в Центральной Азии. Житель Душанбе Хамрохон в эти дни занимается изучением цен на жилье. Он вместе с семьей планирует перебраться из общежития в собственную квартиру. 9-10 лет, как мы готовимся приобрести собственную квартиру. Мы бы хотели из общежития наконец переехать в собственный дом или квартиру. Усердно, по мере возможности, все эти годы мы откладываем деньги. Нам просто необходимо купить свое жилье. Первые 4-5 лет мы работали в России, потом вернулись и занимались разной работой. А теперь содержим небольшой продовольственный магазинчик. Хамрохон не захотел рассказывать сумму, накопившуюся в семье для приобретения жилья. Он продолжает поиски, и к какому придет решению после изучения рынка, узнаем чуть позже. Агентства по торговле недвижимостью в Душанбе говорят, что сегодня можно приобрести самое разное жилье. Новое в элитных новостройках, квартиру, построенную еще во времена СССР, или построить собственный дом. Здесь, конечно, решение диктуется финансовыми возможностями покупателя. Так, цена на двухкомнатную квартиру во вторичном жилье в Душанбе начинается от 30 тысяч долларов, а в элитных новостройках от 100 тысяч долларов. Жилищный комплекс Пойтахту-80 построен в соответствии с современными требованиями. Подрядчиком была российская фирма. Кроме того, что квартиры обеспечены всей необходимой инфраструктурой, объемы каждого жилья гораздо больше и уютнее, чем строили в советское время. К примеру, двухкомнатная квартира достигает 100, а пятикомнатная 220 квадратных метров. Как говорят эксперты, покупать жилье в таких элитных домах сегодня может лишь каждый 6-й житель страны. Примерные подсчеты экспертов показывают, что семья со средним достатком в $400 в месяц для приобретения вторичного жилья в спальном районе Душанбе должна откладывать деньги не менее 10 лет подряд. Интерес к ипотечному кредитованию в Таджикистане остается низким в силу высоких процентных ставок. Жилищный вопрос в многодетном Таджикистане остается острым. По подсчетам специалистов, средняя обеспеченность жильем в расчете на одного человека в Душанбе по сравнению с 90-м годом снизилась с 19 до 10 квадратных метров. Земельные споры и борьба за квадратные метры стали самыми обычными спорами в судах Таджикистана, поэтому многие молодые семьи вынуждены годами ютиться под одной крышей с многочисленными родственниками. Это Бишкек, столица Кыргызстана. О ветхом новом жилье и социальных квартирах расскажет коллега Элиза Кининбаева. В последние годы в Бишкеке новые многоэтажные дома появляются как грибы после дождя. Среди них есть и так называемые элитные дома и бюджетные многоэтажки. А с недавних пор в южной части столицы стали строить и коттеджные городки. Цена тоже разная. Колеблется от $600 до $1500 за квадратный метр. Многие приобретают квартиры в таких домах под ипотечное кредитование. Но сейчас больше становится популярным частное долевое строительство, когда покупатель будущей жилплощади часть денег выплачивает еще до начала строительства дома, а остальное в период строительства до окончательного ввода дома в эксплуатацию. Но несмотря на этот бум строительства, рынок жилья в Бишкеке все еще испытывает большой дефицит. Вливания на рынок свободной недвижимости нет. У нас сейчас в основном это вторичное жилье. Первичное жилье, оно хоть и есть, но оно больше рассчитано на класс высшего такого сословия. Да? Это жилье, которое в квадратном метре больше 100 квадратов. Как отметил эксперт, хотя строительство жилья идет хорошими темпами, многим среднестатистическим семьям в Кыргызстане не под силу приобретение квартир в таких домах. Мэрия Бишкека пытается решить эту проблему возведением социального жилья. Несколько таких домов уже введены в эксплуатацию. Предоставление доступного жилья осуществляется на льготных условиях, в первую очередь для работников бюджетной сферы города Бишкек.
Кстати, в соседнем Туркменистане, где средний заработок сотрудника бюджетной сферы не превышает $400 в месяц, многие так называемые элитные постройки просто пустуют. Этот дом находится в городе Ашхабаде и принадлежит Министерству сельского хозяйства Туркменистана. 4-комнатная квартира в таком доме частному покупателю предлагается за $286 тысяч. Жители туркменской столицы говорят, что новостройки в период Сапармурада Ниязова были сравнительно доступными. Они стоили порядка 90-120 тысяч долларов, а в последние годы цены резко выросли. Оттого очень часто громадные и внушительные с виду дома в этом беломраморном городе пустуют. В Ташкенте, столице Узбекистана, для приобретения квартиры недостаточно иметь лишь деньги на руках. К примеру, иностранцы здесь не имеют права приобретать недвижимость, а жителям других регионов Узбекистана, не обладающих ташкентской пропиской, сложно это сделать в силу бюрократических препонов. Цены на двухкомнатное жилье в ветхих постройках начинаются от $30 тысяч, а в новых современных зданиях зашкаливают за $100 тысяч. А вот власти в Ташкенте придумали, как облегчить проблему с доступом к жилью в дальних регионах Узбекистана. О проекте, прозванном в народе как «Дома Каримова», расскажет коллега Алишер Сиддик. Строительство этих домов уже продолжается 3-й год, и в народе эти дома именуются как Каримов Уляр или Каримовские дома. По официальным данным уже было построено 26 тысяч таких домов. Президент Каримов уверен, что таким образом он может в корне преобразить село в будущем. И, кстати, в строительстве этих домов широко используется труд медиков и педагогов по методу Хашара. А вот в казахской столице Астане цены на жилье на порядок выше, чем в других столицах региона. Здесь цена на двухкомнатную квартиру в среднем колеблется вокруг $120 тысяч при средней астанинской зарплате $1000 в месяц. И здесь посчитано, что при таких доходах обычная семья с 2 работающими супругами смогла бы приобрести себе жилье лишь спустя 10 лет жизни. А теперь настало время узнать, к какому решению пришел наш герой из Душанбе Хамрохон. Приобретет ли он долгожданную квартиру сегодня? Квартиру-то обязательно нужно покупать, но цены оказались недоступными. По ценам, которые предлагают сейчас, мы не сможем купить квартиру. Предлагают и коттеджи, но придется подождать еще годика-два и только потом приобрести что-то. Придется еще потрудиться для этого. Цены высокие. Хамрохону пока не повезло. Через 1-2 года он сможет вновь заняться поисками жилья, и дай бог, чтобы к тому времени цены для него стали доступными. Ведь крыша над головой – это важный залог счастья и благополучия в семье.